Добрый вечер. В эфире новости на телеканале «Осетия и Руштун». В студии Валерия Козаева. О главных новостях расскажем прямо сейчас. В честь подвига женщины-аланки сегодня в республике отметили национальный праздник Задалески Нана. Сотни жителей и гостей республики приехали почтить спасительницу осетинского народа. Идея о создании какого-то уютного, комфортного пространства для отдыха. В Дегорском районе уже скоро откроется новый глэмпинг. На территории национального парка Алания создадут комплекс со спа, рестораном и интересным досугом. Все подробности в выпуске. Все участники очень разные, все очень общительные, всем очень нравится здесь. Участники из 20 регионов страны всю неделю состязались на кортах Владикавказа. В республике завершились всероссийские соревнования по теннису на Кубок Ангелины Габуевой. В этом году они прошли в новом формате. В Северной Осетии сегодня отмечают один из самых светлых национальных праздников – Задалески Нана. С прошлого года он стал официальным. Жителей республики поздравил Сергей Миняйло. Глава отметил, это мужественная и смелая женщина спасла будущее целой нации. Во время разрушительного нашествия Тимура и навсегда вписала свое имя в историю осетинского народа. Бесчисленные орды варварски грабили и сжигали дома, убивали стариков, женщин и детей. Задалески Нана, собрав беззащитных сирот, нашла убежище в далеком горном селении Задалеск. Заботясь, утешая и оберегая, она растила детей. Образ Задалески Нана воплощает в себе образ множества женщин, которые ежедневно совершают свой материнский подвиг. В год семьи, который сейчас проходит в России, этот праздник приобретает особое значение. Он напоминает нам о том, что самые прочные скрепы народа – это родственные узы, забота друг о друге и ответственность за наше общее будущее. В родном селе легендарной женщины-аланки жители и гости республики почтили ее память и вознесли благодарственные молитвы. В этом году празднование было не менее атмосферным. В честь Задалески Нана выступили участники международного хорового фестиваля «Мое сердце в горах», а завершили концерт традиционным массовым танцем щимт. Зоя Тараева подробнее. На узких улочках Задалеска сегодня особенно многолюдно. С утра к святилищу приезжают целыми семьями просить о счастье, благополучии, здоровье близких, а главное – маленьких детей и путников. Эти молитвы объединяют всех собравшихся. Все молятся, каждый по-своему в душе. Каждый кто-то что-то просит. Так что сбываются молитвы наши, которые молятся, сбываются, помогают. На самом деле, то, что молодежь повернулась, наследие предков, это очень приятно. Я горд за молодежь, очень молодцы, очень правильные, на правильном пути. Праздник Задалески Нана – один из самых почитаемых в Дегорском ущелье. Местные жители начинают готовиться к нему заранее. Ответственными за организацию бывают 3 семьи из села. Традиции и обычаи здесь чтут с особым трепетом. Мы, в принципе, ежедневно посещаем это святилище, но в праздничный день, соответственно, более масштабно, более значимый день. Масса людей сюда приходит помолиться, попросить у Задалески Нана благополучия детей. Мы же знаем, что это за место. Допустим, на своем жизненном пути я много случаев знаю, когда люди приходили, по несколько лет не имели детей, приходили, просили. Через год они с дарами приходили поблагодарить. В прошлом году по указу главы республики Сергея Миняйло праздник стал официальным. Здесь не только жители Северной Осетии. В этот день в Дегорском ущелье гости из разных уголков страны. Очень вчера действительно такое было ликование, какое-то многозначение. Что же это, как же это такое совпало с таким праздником для Осетии? Наше посещение этого праздника совпадает. Мы смотрим, и такое впечатление восторженности и причастности к такому большому празднику. Спасибо большое организаторам, спасибо участникам.
В XIV веке во время нашествия Тимура его варварское войско беспощадно убивало женщин, стариков и даже маленьких детей. Тогда Задалеский Нана собрала сирот и тайком вывела их в горы. В поисках безопасного места вместе они преодолели около 150 километров, пока не укрылись в Задалеске. Важный праздник отмечают в первую субботу августа. Самое теплое место, которое вызывает только позитивные эмоции. Мы стараемся каждый год посещать, конечно, этот праздник, потому что у нас у самих уже свои дети. Естественно, мы, как и наши старшие, просим о том, чтобы все, не только дети, но и старшее поколение пребывали в первую очередь в мире, в здравии, в благополучии. Мне, например, очень приятно, что этот праздник стал национальным. В честь праздника в селе организовали концертную программу с национальными песнями и танцами. Выступили участники международного фестиваля хоровых коллективов «Мое сердце» из Южной Осетии, Стамбула и 7 регионов России. Этот фестиваль должен проводиться и в других республиках Кавказа, чтобы мы друг друга узнавали. Это будет мостиком для наших народов, чтобы еще более тесно, более дружно жить, общаться, дружить под одним небом в одном общем доме под названием Кавказ. История такая, что Задалеский Нана и Шимп в прошлом году стали официально объектами нематериального культурного наследия федерального значения. Они вошли в федеральный реестр. Теперь они имеют культурный паспорт. Это самое главное. И здесь, на этом фестивале, эти два объекта соединяются. И Задалеский Нана – живая традиция, и Шимп – живая традиция. Мы сегодня это хотим показать, рассказать об этом людям и приобщить их к этому. Больше 5 столетий память о Задалеске Нана передают из поколения в поколение. Эта хрупкая, но отважная женщина навсегда останется в истории всего осетинского народа. Зоя Тараева, Александр Левченко. Новости Осетии. А еще на родине Задалеский Нана в живописном Дегорском ущелье скоро появится новый глэмпинг. 18 модульных домов, окруженные туристическими жемчужинами, примут первых посетителей уже этим летом. Авторы проекта хотят расширить идею и создать целый комплекс с спа-ресторанами и фитнес-центром. Лидия Цахилова расскажет подробно. Живописная природа, леса и, пожалуй, главная достопримечательность – водопад Три Сестры. Среди красот горной Дегории возводят глэмпинг «Высоцкий». Модульные дома расположены на участке площадью 3 гектара. Каждый рассчитан на 4 человек. Здесь у нас будет кухня-зал с выходом на террасу, с видами на Три Сестры, на наши водопады. Потихоньку уже завозим мягкую мебель на 6 домов. То есть сегодня нам завезли уже диваны, матрасы и на новой неделе еще завезут кровать. И, конечно же, спальня с домашним кинотеатром. Руководитель проекта Алексей Кибизов продумал все до мелочей. Идея создать глэмпинг пришла не случайно. Проработав с туристами 5 лет, понял – республика нуждается в таком комплексе. Я все чаще и чаще от гостей нашей республики слышал то, что они не могут найти жилье в горах, не хватает номерного фонда. И с этой проблемой люди постоянно сталкивались, и тогда зародилась идея о создании какого-то уютного, комфортного пространства для отдыха. И мы с командой в прошлом году узнали о программе «Туризм и индустрия гостеприимства», которая была поддержана самим президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Составили бизнес-план, собрали документы и подали заявку. В Москве прошли конкурсный отбор и выиграли грант – 21 миллион рублей. К работе приступили уже в январе. Пока собрали 12 модульных домов. К ним провели коммуникации, отопительный контур. Сейчас прокладывают канализацию. В ближайшее время подключат и электричество. В планах у Алексея расширить проект. Эта площадка еще не застроена. В этом году здесь появится еще 6 модульных строений, а в следующем 2 спа-комплекса, ресторан и фитнес-центр. Все они будут находиться на свайных полях. Они здесь просто необходимы, чтобы не нанести вред природе. Глэмпинг находится на территории нацпарка Алания, а это особо охраняемая зона. Если вы обратили внимание, озеленение мы никак не затронули. Наоборот, по ландшафту планируется еще дополнительно высаживать деревья, какие-то декоративные растения. А именно в этих рощах планируется создание теневых зон для комфортного пребывания, отдыха именно в жаркий период лета. То есть, чтобы там можно было посидеть, почитать книжку и отдохнуть, в принципе. Всего же в глэмпинге «Высоцкий» построят 18 модульных домов. Номерной фонд рассчитан на 50-60 человек. Спрос на них есть уже сейчас.
Лидия Цехилова, Артур Гаглоев. Новости Осетии. Всероссийский турнир по быстрым шахматам стартовал во Владикавказе. В интеллектуальных поединках сойдутся 160 участников. 2 дисциплины – блиц и рапид. Призовой фонд – 700 тысяч рублей. Основных категорий, по которым будут присуждать места – 15. Возраст не имеет значения, поэтому для начинающих шахматистов это хорошая возможность заявить о себе. А еще выполнить норму мастера или гроссмейстера. Всего таких кубков в год проводят 12. Турнир организовали по федеральной программе «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Чтобы выполнить норму мастера или гроссмейстера, нужны выполнить 3 раза норму. Одна норма присуждается благодаря одному турниру. Чтобы в этом турнире сыграть, в этом турнире должны играть международные мастера и гроссмейстеры. Ребенок должен с ними отыграть. Или с гроссмейстером, смотря с кем он будет играть. Если у него по сетке попадутся 3 гроссмейстера, и он с 3 больше половины очей наберет, то есть больше 3, фактически можно набрать. Но если он наберет 1,5 очка, ему присвоят по итогу этого турнира на гроссмейстерскую норму. Дать возможность североосетинской молодежи посоревноваться с лучшими игроками со всей страны. В Академии «Асгард» провели всероссийские соревнования по теннису на кубок Ангелины Габуевой. По ее инициативе в таком формате ребята встретились впервые. 120 человек из 20 регионов и Беларуси. Возрастных категорий 2 – юноши и девушки до 13 и до 17 лет категории 1А. Это значит, на корте встретились самые сильные теннисисты. Организаторы обещают, соревнования станут ежегодными. Как говорят дети, именно спокойствие – залог победы. Многие приезжают в Северную Осетию не впервые. По их словам, условия для большого тенниса у нас с каждым годом все лучше. Всероссийские соревнования – это всероссийские соревнования, они всегда важны, чтобы себя показать. Я готовилась, в принципе, как и обычно. У меня всегда каждый день по 2 тренировки. Я почти 24/7 на корте, особенно летом. В учебное время я все-таки сначала первые полдня нахожусь в школе, а потом уже тоже так же почти до конца, до ночи на кортах. Мы предоставили им бесплатное питание, бесплатное мороженое мы им раздавали, мы также обеспечивали их полностью водой. Все участники очень разные, все очень общительные, всем очень нравится. Здесь по составу очень тоже высокие, соревновательные, поэтому у них очень много опыта и конкуренция здесь очень сильная. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.